Леди Халчин, добрый день, друзья! Хочу показать вам покупки, которые вчера сделала. Я вчера же говорила, что поеду на рынок, а оттуда поеду в Карабулак, в гости, куда меня позвали. Я вчера с сыном прислала, то, что я купила, прислала домой, но и даже сегодня еще ничего не сделала, не приступала. Вот сейчас хочу приступить. Утром везде все убрала. Я после того, как расстроилась, ничего не делала в доме. И вчера, собираясь, не могла найти свою кофточку, перерыла все в своем шкафу. И пришлось с утра и в шкафу убираться, пыль убирать. Раз начала там везде убираться, убралась там, но не стала снимать. Убралась в новом доме. Обычные утренние дела, конечно, как всегда. Корова, цыплята, молоко, все это как всегда. И вот только управилась, приготовила обед, супчик сварила, поели. И теперь вот решила, приступить за заготовки. Сколько успею, не знаю, сколько успею. Думала, конечно, с утра все буду делать, но как-то так. У меня всегда не запланировано. Если я что-то запланирую, то это все равно не проходит. Вот вчера купила помидор. Видите, 4 пакета вот этих. Это 2 ящика картонных помидор. Купила, правда, очень дороговато. Там были помидоры по 500 рублей, вы даже, может быть, заметили. Но они мне не понравились. Когда я их разрезала изнутри, они были какие-то с белым этим. Внутри, жесткие такие. А эти вот очень вкусные, хотя они очень крупные. Но я, знаете, что сделаю? Из этих 4 пакетов выберу покрупнее, которые их посолю в банке, а из остального сделаю так понемножку кое-что. Не знаю точно, что я буду делать. Сделаю немного аджики, немного салатика, наверное, какого-нибудь. И обязательно хочу сделать из баклажана. Я очень люблю салат именно из баклажан. Десятка, наверное, все его знают. Все по 10. Этот салатик я еще хочу сделать. Купила баклажан. Так, помидоры, значит, я купила килограмм 30 рублей. И они мне обошлись. Один ящик 850 рублей, второй ящик 900 рублей. Там по весу было. Очень дорого. Обычно такие же ящики в прошлом году я покупала и по 450 ящик, и по 500 рублей ящик. Но больше покупать не буду, потому что у меня и помидоры есть засоленные в банках. Наверное, банок 20 точно есть. И аджика прошлогодняя, я же вам показывала, кто меня раньше смотрел. И салатики там есть. Вот сейчас еще немножко сделаю. Тем более, если у меня сыновья не будут дома, то, в принципе, и так-то много есть, у нас тоже некого. И когда пацанов дома нет, и в гости так никто к нам практически не ходит обычно. Не знаю, что будет в этом году. Только вот раздаю я, когда кто-то придет, раздаю, и девочкам раздаю. Но все равно не могу, если я не сделаю впрок, то у меня не получается никогда. Так, значит, за помидоры сказала. Так, вот купила баклажан, эти вот поменьше, которые 30 рублей килограмм. Их купила в огороде уже нет. Баклажаны целое лето ели, нет. 20 штук этих на 2 замеса, по 30 рублей. И вот таких больших купила, тоже по 30 рублей, купила 3-4 штучки. Но хочу что-то сделать, просто приготовить с мясом или с овощами, посмотрим. Что, походу, не на засолку, а просто так. Так, значит, купила вот такой вот болгарский перец зеленый, 40 рублей килограмм. Я тут все не помню, сколько здесь килограмм. Его хочу я заморозить, скорее всего, для фаршировки. Я замораживала, но его мало. Мы любим фаршированный перец, особенно мама любит. Это для заморозки, значит. Купила лук. Так, этого лука на 150 рублей. Стоит он у нас 18 рублей килограмм. Неплохой лук, сухой такой. И все равно он уйдет ненадолго, не на хранение. Купила горький перец. Был по 100 рублей. Купила 2 килограмма на 200 рублей. Такой вот болгарский перец. Очень такой мясистый, хороший. Купила за 50 рублей. 10 килограмм на 500 рублей. Посмотрим. Аджика, салаты. Если что-то останется, еще и заморожу. Нарежу, заморожу. Так, купила зелень. Действительно, если зелень покупаю первый раз. Обычно бывало, но в этом году что-то на меня, как говорят, и на старуху бывает проруха у меня никак. Особенно укроп я сажала через каждую 2 недели, у меня рос. В этом году только вырастет, и обязательно утята их съедали. Зелень очень дешевая сегодня была. Вот такие вот 3 пучка укропа. 100 рублей. Видите, сколько укропа.
3 пучка огромных. Ну вот один пучок я вам покажу. Так вот. Огромный пучок укропа. Эти 3 пучка на 100 рублей и петрушка на 100 рублей. И купила 2 пучка сельдерея, листового сельдерея. На 50 рублей сельдерей. Короче, обошелся у меня. Я хочу сделать, у меня там в огороде была цветная капуста. Хочу замариновать ее с болгарским перчиком. Ну, посмотрим. А там нужен сельдерей по рецепту. Все, конечно, сегодня не успею. Скорее всего, я только посолю помидоры. И, наверное, сделаю отжимки. Так, купила лавровый лист. Купила крышки. 170 рублей. Крышки лавровый лист, по-моему, 50 рублей стоило. Точно не помню. Купила горошком перец и вот такую вот салициловую кислоту. Я в салаты и в аджику добавляю такую салициловую кислоту. Не таблетки, не уксус, а такую кислоту. Вот, даже я боюсь, что купила мало. Ну ничего, так еще. Здесь в магазинах тоже бывает, если не так, куплю. Так, и горошком перец купила. Он, по-моему, стоил у нас 200 грамм, 120 грамм, 100 рублей. Купила пекинскую капусту, вот такой вот хороший качан. На салат. Мама не может кушать другую капусту, она жесткая, а это вот такая мягкая, более пекинская. И ее есть не так уж трудно. И вот представляете, вот вроде бы ничего, вот стоит, ну что тут стоит. И 3 900 рублей я потратила. Вот, ну ничего нет. А, да, еще чесночок купила. Видите, чеснок мне не надо было раньше покупать. А в этом году я чеснок покупаю. Вот такой чеснок местный. Ну, чесночок хороший, такие зубчики хорошие. Сейчас быстро в теплую воду положу его, чтобы быстренько почистить, пока я банки буду мыть. И то все, это все будет нормально. Короче, 200 рублей килограмм чеснока. И это все мне обошлось 3 900. Ой, и как тут жить дальше с нашими заработками, я не знаю, если честно. Ну, ладненько. Еще мне сегодня дочка звонит. Мама, ну давай быстрее, помогай мне. Я не успеваю, и магазины отпускать не хочется. Она заморозки делает, я уже вам говорила. И меня просит, возьми 2 магазина на себя, я не успеваю. И вот, не знаю, вот ну, обещала сегодня, я говорю, хорошо, справлюсь быстро вот сейчас с засолкой. И, наверное, с завтрашнего дня буду тебе помогать, вернее, ну, помогать. Ей помогать, а себе зарабатывать получится. И у меня какой-то заработок будет. Ну, посмотрим, друзья, вот как-то так. А так, по ходу я вам буду показывать, что я буду делать. Сейчас быстренько помою банки. Вот был бы мне хоть кто-нибудь, чтобы помыл банки, да помыл помидоры. Остальное бы я все сделала, конечно. Ну, ладно, тут немного. Обычно я и по 5, по 6 ящиков в день раньше обрабатывала, когда еще продавала. Я же продавала еще соленья, друзья. Ну, уже годика 3 не продаю. Ну, вот так-то, как-то так, друзья. Друзья, вот хочу вам показать, как я подготовила помидоры к заморозке. Вчера меня моя заловка угостила вот этими помидорами, желтыми, красными, и ей муж их привез с Волгограда. Мне понравились, она говорит, да забирай, у меня их много. Вот так вот, друзья. Вот эти нарезанные я хочу сделать, ну, заготовила для пиццы, зимой делать пиццу, потому что зимой помидоры все-таки дорогие, а на пиццу вот так вот решила их заморозить. А вот эти вот маленькие черри заморожу для, ну, каких-нибудь блюд, чтобы туда добавлять, в рагу или еще что-то, куда нужно добавлять помидоры, тоже не размораживая, можно будет добавить. Вот решила вам их показать. Сделаю эту сейчас заморозку и побежала мыть банки и делать соленья свои. Так вот, друзья, все подготовила я все, что мне надо для засолки помидор. И сейчас там немножечко вот начну. Ну, эти 15 баночек я сделаю как обычно. Я делаю без ничего. Просто чистые помидоры и рассол, как говорится. Но я делаю, знаете как? Я их не стерилизую. Я их заливаю кипятком. Они стоят у меня часа 2. И потом этот кипяток сливаю и вложу сахар, соль, таблетки аспирина. Наливаю новый сок, я этот же самый сок не наливаю, наливаю новую воду и все потом закатываю. Но по ходу буду показывать. Ну, значит, что вот пока вот 2 баночки вам покажу. Вот несколько, 2 лавровых листа, лавровый лист я тоже помыла. 4 зубчика чеснока, 7-8 горошин черного перчика.
Ну, в принципе, показывать нам не надо, наверное, все как делают, так и я делаю. Обычно я в красные помидоры ложила зеленый горький перец, но я что-то вот не сообразила, на рынке купила красный. Так что я его положу вниз. Я кладу, сейчас все будут удивляться, 2, раньше даже 3 ложила, друзья, но сейчас уже слишком остро, кажется, раньше мне не казалось. Вот, да, веточка. Так, вот такая вот веточка базилика, базилика. Так. У меня есть вот такой вот сушеные такие веточки укропа. Вот. И свежий укропчик тоже я положу. Вот так вот. Такие вот веточки свежего укропа тоже вниз положу. Ну, потом покажу, как дальше это делаю. Так, веточки петрушки. Вообще-то я очень люблю, когда много. Именно зелени много. Так, и я не знаю, наверное, вы не кладете, но я даже в помидоры кладу листья хлеба. Ну вот я все баночки подготовлю, потом вам покажу. Ну вот, друзья, банки я наполнила, 15 баночек, вот так вот переложила укропчиком понемножечку. Если бы был зеленый горький перец, острый перец, я бы его вот так вот сюда вот вставляла, было бы красиво. Ну, ничего страшного, что там некрасиво, это не на продажу. Сейчас залью их кипятком, крутым кипятком. Кипяток у меня уже вон варится. Уже 7 часов вечера, уже ночь на улице. Ну, я чуть задержалась. Соседка немного посидели, чай попили. Потом ужином маму кормила. Мы, правда, еще с Ибрашкой не ужинали. Мама говорит, пораньше дай мне, а то мне, говорит, желудок болит, когда я поздно ем. Сварила вермишелька в молоке. Легкий такой ужин будет у нас. Ну и все. Сегодня больше ничего не буду. Вот закатаю эти банки и все. Может быть, еще пельмени сделаю с 1 килограмма. Дочка вот сильно просит. Посмотрим. И то я не уверена. Но все равно мне надо сидеть 2 часа ждать, пока вот остынет вода, которую я буду заливать. Ну вот как-то так, друзья. И вот помидоры я залила водой. Они постояли у меня 2 часа. Воду я слила, друзья, не стала вам показывать. Положила 1,5 ложки сахара в каждую банку, 2 ложки соли, по 2 баночки аспирина. И теперь буду новым, не рассолом, а кипятком заливать и закатывать. Мои помидорки будут готовы. Так, вода у меня уже кипит. Так, здесь темно, но тем не менее я вам покажу, наверное. Так, тень от меня идет. Так, все это я делаю на улице, чтобы там не разливать воду. Так, ну вот так вот. Этот процесс всем, короче, известен. Не буду все показывать. 15 банок у меня уже готовы. Считайте. Завтра уже справлюсь с остальными салатиками, наверное. И все. Ну все, буду сейчас быстренько закатывать. Так, ну вот, друзья, все. Я закончила. Закатала помидоры. Перевернула их. Теперь укутаю вот так вот теплым одеялом. И все. Ну, вот сейчас хорошенечко еще укутаю. И все, друзья, на сегодня я закончила. Друзья, осталась у меня петрушка с укропчиком после того, как посолила помидоры. И вот я положила их вот такие вот пакетики. И теперь положу в морозилку. То я мало заморозила зелень. Наверное, еще надо будет купить. Пожалела, что сегодня не купила. Как раз была очень дешевая. Такие большие 3 пучка по 100 рублей. Ну, еще раз как-нибудь съезжу на рынок, куплю и еще один раз. Один такой же набор я положила, но еще положу, потому что зелень я зимой люблю добавлять во все блюда. Она очень дорогая бывает, а замороженная она, как вы знаете, почти такая же, как и свежая. Ну вот, друзья, на этом сегодня я свой день завершу. Пойду уже спать.
Ну вот как-то так. Спасибо, что вы со мной, кто со мной уже. И рекомендуйте меня, подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, кто смотрит. Я надеюсь, у меня вам будет интересно.